В эфире программа «Новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Случай показал, насколько важно соблюдать самоизоляцию по приезду в регион. Глава Якутии в ходе брифинга рассказал о новом предварительно положительном анализе на COVID-19. Дистанционное обучение стартовало сегодня в региональных учреждениях. С какими особенностями столкнулись в первый день работы? Режим самоизоляции свел на нет привычный ритм жизни в Москве. Наш СОБКОР пообщался с якутянами, переехавшими на ПМЖ в столицу, и узнал об обстановке из первых уст. Один анализ за минувшие выходные показал предварительно положительный результат на COVID-19 в Якутии. Айсен Николаев сегодня в ходе брифинга рассказал о текущей эпидобстановке в регионе. Так, подтвержденных случаев остается 15, 6 человек вылечены, 9 остаются в Якутской клинической больнице. На этой неделе у некоторых из них курс лечения подойдет к концу, и их выпишут домой. Что касается предварительно положительного анализа у якутянки, прибывшей 29 марта из Нидерландов, женщина все это время находилась на самоизоляции. Сегодня ее анализ отправили в центр «Вектор». В выходные дни весь ее ближайший круг контактов установлен, у всех анализы взяты, и по состоянию на сегодняшний день все анализы, они отрицательны. Анализ ее отправлен сегодня в Новосибирск на подтверждение «Вектор». Мы думаем, что завтра к вечеру подтверждение уже будет. Это показывает, насколько важно тем гражданам, которые ранее приезжали из-за границы, но и сейчас уже приезжают из других регионов России, самоизолироваться. Еще раз хочу сказать, что те, кто у нас приезжает из-за границы, с 1 апреля они уже даже не самоизолируются, они в обязательном порядке помещаются в обсерваторы. А те, кто прилетел из других регионов России, начиная с субботы, они в обязательном порядке должны самоизолироваться на 2 недели, и сообщить о своем прибытии. Глава рассказал и о дистанционном обучении, которое сегодня стартовало на территории региона. На него перешла большая часть республики, однако имеются населенные пункты, где либо слабое, либо вовсе отсутствует интернет-соединение. Если в таких поселениях позволяет эпидобстановка, будет организовано очное обучение малыми группами. Также предусмотрен способ разноса заданий школьников на дом. Где-то 10% детей, которые у нас находятся в труднодоступных населенных пунктах, где или отсутствует сеть интернет, или она работает крайне нестабильно, принято решение, что они могут заниматься или группами до 12 человек, соблюдение всех норм, которые установлены при борьбе с коронавирусной инфекцией, в очной форме будут заниматься, или будет это просто разнос в маленьких деревнях заданий со стороны учителя, и потом будут собирать и будут смотреть уже результаты, скажем так, исполнения тех или иных заданий. Причем задания будут раздаваться в том числе на электронных носителях. Думаю, что эта форма обязательно нашим детям нужна, обучение дистанционное, потому что в любом случае наши дети должны получать образование. Конечно, дистанционное образование, может быть, не будет таким качественным, как очное, но в любом случае оно важно. Дети из малообеспеченных семей Якутска получат планшеты для дистанционного обучения. В столичные школы распределили 525 планшетов. Каждый комплектуется сим-картой с пакетом интернет-трафика. Безлимитный пакет интернета предусмотрен до 1 мая. На закупку электронных устройств из бюджета города было направлено 6 миллионов 400 тысяч рублей. Также Управление образования окружной администрации Якутска открывает общегородскую горячую линию. Номер вы сейчас видите на своих экранах. На вопросы родителей, касающихся организации дистанционного обучения школьников, будут отвечать специалисты отделов развития, мониторинга и качества образования. Насколько учебные заведения республики готовы сесть за электронные парты, выяснял наш корреспондент Сергей Михедов. Екатерина Пеливан, учитель русского языка и литературы в столичной школе номер 31. Молодой специалист преподает среднему звену, то есть ученикам с 5 по 9 классы. И отмечает, что с процессом учебы особых проблем не будет. Куда сложнее проверять знания, ведь самостоятельность выполнения аттестационных работ дистанционно не проконтролируешь. Выбрала для себя сразу 3 учебных площадки. В общем-то, я думаю, что для молодых педагогов не составит труда выходить на данные учебные платформы. Надеюсь, что оставшееся время до конца апреля
мы проведем занимательно, интересно, откроем для себя очень много нового. Около недели к дистанционному режиму работы готовились школы республики. Обучали преподавателей, инструктировали школьников и их родителей. И это только вершина айсберга. Проделан колоссальный объем работы. И все для главной цели, чтобы ученики, оставаясь дома, продолжили получать полноценное образование. Мы понимаем, что успешное усвоение программы в режиме дистанционного обучения зависит от всех участников образовательного процесса. Педагоги лицея готовы к переходу дистанционного обучения. Мы переделали расписание звонков. Мы взяли согласие у всех участников образовательного процесса о переходе на дистанционное образование. Верим, что эта ситуация скоро стабилизируется, и мы перейдем на обычное образование. Для того, чтобы избежать дополнительных трудностей, например, со скоростью интернета и доступом к учебным платформам, в канун начала учебной четверти глава Якутии внес изменения в специальный указ. Труднодоступным и отдаленным местностям, где невозможно учиться дистанционно, разрешено обучаться небольшими группами до 12 человек. Также для всех участников образовательного процесса на 1 месяц предоставили неограниченный доступ к сервисам учи.ру. Продолжатся и телеуроки на наших каналах НВК Саха и Якутия-24. Я надеюсь, что наша совместная работа педагогов, родителей, учеников даст хорошие плоды, и мы сможем обеспечить образовательный процесс таким образом, чтобы учеба была насыщенной, интересной и плодотворной. В целом, школы Якутии к дистанционному обучению готовы. А каким будет качество образования через интернет, во многом будет зависеть и от желания самих школьников учиться из дома. В любом случае, этот опыт принесет большую пользу. В скором времени, возможно, такое понятие, как карантин по ОРВИ и гриппу, исчезнет, и его заменят уже знакомым переходом на дистанционное обучение. Сергей Михедов, Якутск. Контроль за выдачей пенсии организован в Абыйском районе Якутии. Также с пожилыми работают волонтеры. Они доставляют товары первой необходимости и ведут разъяснительную работу. Более подробно о мерах, принимаемых в районе, расскажет глава территории. 17 марта в Абыйском улусе введен режим повышенной готовности. Соответственно, в районе объявлен масочный режим. Проведены заседания оперативного штаба. Организован и оснащен обсерватор на 20 мест. Также организован и подготовлен инфекционное отделение на 25 коек-мест, из которых 3 койки реанимационные. Переведены на удаленный режим сотрудники, за исключением жизнеобеспечивающих организаций. В районе соблюдается режим самоизоляции. Проводятся рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением самоизоляции. Проводится работа с пожилыми людьми в части оказания информационной помощи, обеспечения масками, продуктами первой необходимости. Волонтерская работа организована, созданы волонтерские группы по поселениям. Организован контроль за выдачей пенсий. Проводится ежедневный мониторинг цен продуктов питания. Цены стабильные, превышений нет, ассортимент необходимый имеется. 658 новых случаев заражения коронавирусом выявили в стране за минувшие сутки. 2 человека скончались, выздоровели 22. Всего в России на данный момент зафиксировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 45 с летальным исходом. Удалось вылечить 355 пациентов. Гражданин России, проходивший лечение в одном из госпиталей курортного города Паттайя в Таиланде, скончался из-за осложнения, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заведующий консульским отделением посольства России в Таиланде Владимир Пронин. По его словам, в конце марта 48-летний мужчина, проживавший долгое время в Таиланде с семьей, поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц Паттайи. В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть. Об этом рассказал дипломат. Пронин добавил, что супруга мужчины находится в той же больнице на карантине. 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у 3 россиян, среди которых был 1 мужчина.
Около 80% граждан России, заразившихся коронавирусом, это люди в возрасте от 18 до 60 лет. Это связывают с тем, что данная возрастная группа чаще всего выезжает за границу. Статистику привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Процент людей старше 60 лет в сегодняшней структуре – это порядка 15%, около 5% – это дети и 80% – люди от 18 до 60 лет. Глава Роспотребнадзора заявила, что все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование, но в режиме изоляции. Режим самоизоляции свел на нет привычный ритм жизни большинства людей. Особенно это ощутили жители Москвы, где зафиксировано подавляющее большинство заболеваний COVID-19 и введены самые жесткие меры, чтобы граждане оставались дома. О том, как изменилась жизнь якутян, находящихся в столице страны на ПМЖ, расспросил наш СОБКОР в Москве Максим Кардозу. Эти кадры в конце прошлой недели активно обсуждали в соцсетях. Мужчина выгуливал собаку в закрытом из-за режима самоизоляции парке. Полицейские сделали ему замечание. Москвичу это не понравилось. В итоге его задержали за неповиновение. После таких новостей перспектива просто посидеть дома уже не кажется такой тоскливой. Вот и якутяне, живущие в столице, нашли чем себя занять на самоизоляции. Я много шью, рисую, очень много читаю книги. Много сплю, отдыхаю, ну и начал заниматься спортом. Делаю несколько упражнений, благо информации, как делать в Инстаграме, очень много. Придерживаюсь диеты, то, что не нужно часто выходить на улицу, покупать продукты. Так что самоизоляция у меня в Москве проходит весьма очень даже плодотворно. В частности, я подписалась на онлайн-марафон одного известного якутского тренера, с которым мы питаемся правильно и устраиваем домашние силовые тренировки. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас занимаюсь написанием программы подготовки своей авторской школы копирайтинга. Хочу учить всех желающих людей писать тексты хотя бы в тот же Инстаграм. Конечно, режим самоизоляции и повышенной готовности вносит свои неудобства. В сложной ситуации находится малый и средний бизнес. Пострадала сфера услуг, рестораны. Но предприниматели пытаются подстраиваться под новые реалии. У многих заведений есть своя служба доставки. И на этой неделе, по пятницам выходит у меня материал, я впервые в своем обзоре включил такое большое количество, рекордное можно даже сказать, количество ресторанов, которые доставляют еду для жителей Москвы и, кто-то там еще даже до Подмосковья довозит. Конечно, очень важно в такое сложное время поддерживать малый и средний бизнес, поэтому все, что зависит от меня, я пытаюсь сделать. Многие люди в Москве, как и по всей стране, остались без доходов. И для приезжих самым актуальным вопросом стал вопрос аренды жилья. И в новых условиях многие собственники квартир готовы идти на уступки. Я позвонила хозяйке своей квартиры и предложила несколько вариантов, как мы можем договориться так, чтобы, грубо говоря, ни она в минус, ни я в минус, мы не ушли. И радует то, что они идут на контакт, все понимают нынешнее положение. Буквально 15 минут назад позвонил мой знакомый и сказал, что за ближайшие 2 месяца с него оплата не будет взиматься за квартиру. Эксперты отмечают, в Москве паники нет. Город постепенно подстраивается под режим повышенной готовности. Люди начинают понимать всю ответственность самоизоляции и остаются дома. Тем более современные технологии и возможности точно не дадут вам заскучать. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. И на этом пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.